Здравствуйте, дорогие друзья! За годы работы Центр конной культуры города Сыктывкара стал местом притяжения талантливых людей со всей республики. Здесь собираются друзья Центра, чтобы поделиться новыми творениями и интересными идеями, вспомнить достижения людей, которых уже нет с нами. Сегодня в нашем зале присутствуют друзья и близкие поэта, преподавателя, фронтовика Прасковьи Ивановны Чисталевой, человека удивительно жизнерадостного и открытого. Предлагаем вашему вниманию небольшой видеоролик, запечатливший эту историю. Можно выпустить? Республики Коми имени Куратова, члену Союза писателей России. Ханев Андрей Валерьевич. Здравствуйте, уважаемые гости. Сегодня мы присутствуем на таком замечательном мероприятии, которое посвящено замечательному человеку Прасковье Ивановне Чисталевой, замечательному поэту русскому, которая издала несколько книг, писала проникновенные стихи, посвященные как военной тематике, так и простой женской доле, которыми зачитывались люди, которые она сама любила очень читать на публику. Я столкнулся с Прасковьей Ивановной на встречах литературного объединения эжминских поэтов и писателей у Камелька. Она любила туда приходить. И однажды, когда выпустили сборник, посвященный войне, Великой Отечественной войне, камельковцы, и поставили туда ее стихи, ее тоже пригласили. И когда она вошла в зал, зная, кто она такая, и будучи сам ветераном боевых действий, я попросил всех как бы встать и поаплодировать. Вот тут сидят люди, которые были тогда в зале Дьяконовского музея, вот, и как бы подтвердят это. Но я не про себя хочу сказать, я хочу сказать про ту реакцию, которая произошла с ней. Это был настолько красивый внутренне и настолько человек скромный, что она вот вошла, и она даже немножко испугалась того, что ее так встречают. Понимаете, что вот ее ветерана Великой Отечественной войны так встречают. И я хочу сказать, что я очень благодарен судьбе, что она столкнула меня с этим красивым человеком, с очень красивым человеком. Мне повезло публиковать ее стихи в литературном альманахе Сыктывкар. Мне повезло писать о ее книгах в литературном альманахе. Я, вы знаете, честно вам скажу, все это подготовил для того, чтобы здесь озвучить, но настолько быстро прибежал с работы, еле-еле надел на себя эту форму, которая еле-еле на меня влезла, в уважение Прасковьи Ивановне, да. Вот, и пришел к вам сюда, что я все эти записи забыл, только вот взял с собой ее книжку, поэтому разрешите, я почитаю ее стихи вам. Эту книгу она мне подарила. «4 года, а эпоха. Совсем другая жизнь в сердцах людей. Да не заглохнут поля войны и рубежи. Войне конец. Живые дома среди родных друзей, знакомых, а мама мне: сознайся, дочка, повестку ты сама? Так точно. Вспомним о них. Не забыть, не поправить. Друг мой погиб, а в победном году мать его в горе безумная. Я ведь вот возвратилась у всех на виду, трогала бедная девичьи плечи, руки и щеки, что сын целовал, след его жизни застывший навечно. Мне говорили, кто
нас, узнавал, как она плакала, Бога просила, чтоб хоть обрубком вернул он ей сына. Вот такая правда, щемящая правда войны звучала в стихах этого незаурядного русского поэта. А закончить свое выступление я хочу стихотворением, которое мне нравится особенно нравится. Шла добровольцем на войну, чтоб мама меньше убивалась, повестки долго добивалась. Я почему-то улыбалась, когда все плакали. Одну в толпе рыданиями грядущей лишь маму различала я. Любовь, но не отчаяние. Буксир свистел, отчаливал, мой первый в жизни разводящий. Вот так Прасковья Ивановна умела сводить в своих стихах великое и обыденное. Спасибо вам, дорогие, что вы пришли почтить память этого замечательного человека. Спасибо. Прасковья Ивановна далеко за пределами Республики Коми, в селе Хрящевка Ставропольского района. Безмятежное детство закончилось в день школьного выпускного 21 июня 1945 года. Отличница, ворошиловский стрелок, активистка не могла стоять в стороне от судьбы своей страны. На следующий день после выпускного она вместе с одноклассницами пошла в военкомат добровольцем. Но по воле судьбы на фронт попала только в 1942 году, когда окончила курсы радисток. После тяжелого ранения и контузии с передовой Прасковью Ивановну перевели на должность комсорга управления полка. Слово предоставляется Калинину Юрию, летчику гражданской авиации, пилоту первого класса. Он хочет исполнить песни Прасковьи Ивановны. Приглашаем вас. Она читала стихи такие замечательные. Минут 20-25 она читала свою поэму. Вот память у нее. Можно минуточку? Есть пюпитр? Используем. Ах, как хочется верить, что все мы хорошие, что со всеми и можно, и нужно дружить, что никто не окажется в трудностях брошенных, и друг другу поможем мы все пережить. Но проходят, как горько, разочарования, то в одном, то в другом из знакомых людей. Я прощаюсь, прощаю, а мне врачевание. Сердце, будь осторожнее, похолодей. Но такие есть души, что чистое золото, не ржавеет их чувства, надежна рука. В дружбе с ними спокойно, светло в ней и молодо, и любая дорога легка, широка. Ах, как хочется верить, что все мы хорошие, что со всеми можно и нужно дружить, что никто не окажется в трудностях брошенных, и друг другу поможем мы все пережить. Ах, как хочется верить, что все мы хорошие. Такие стихи замечательные. Не боли, не тоскуй, мое сердце, ничего не ищи для себя. Хоть разбейся, нам некуда деться, претерпись, уж такая судьба. И зачем мои редкие слезы, будто кровью сочатся из глаз, стынут льдинками, как от мороза, безнадежные пробил их час. Счастье в прошлом, спасибо, что было, что согрело горячим лучом, осветило, на миг ослепило, прикоснулась щекой и плечом.
Сохрани же все в памяти сердце, сбереги этот дар для себя. Плачь, не плачь, а нам некуда деться. Привыкай, так сложилась судьба. России. Солистка театра оперы и балета города Сыктывкара Быстрова Майя Васильевна. Приглашаем. Иоланта. Смотрю, и Петровна Фабракова подходит ко мне, и Прасковья Ивановна плачет. Я говорю, что такое, в чем дело, что случилось? Это Прасковья Ивановна, на нее так подействовала музыка Чайковского, что она говорит, вы знаете, вот слезы, вот очищения в моей душе. Спасибо вам, ну, благодарила меня после этого спектакля. И так завязалась наша дружба с Прасковьей Ивановной. Прасковья Ивановна была очень большим поклонником театрального искусства. Она ходила на спектакли, она всегда очень, можно сказать, строго судила и актеров, и постановки, и что ей не нравилось, она всегда высказывала это, потому что это немаловажно, какое мнение у людей разного поколения о спектаклях. Я всегда прислушивалась к ее мнению. И как-то она поделилась, что она пишет стихи. Я говорю, ну, хотелось бы почитать. Почитала ее стихи, мне очень понравилось. А в это время Ирина Блинникова написала уже целый цикл романсов на ее стихи. И с моим супругом мы исполнили эти романсы в Доме творчества. Вот, Прасковья Ивановна была очень довольна. И вот сейчас одно стихотворение, она очень любила дожди. Она говорит, Маечка, для меня ничего лучше дождей нет. Почему-то. И вот, вот у нее есть такое стихотворение «Шепот жалоба дождя». И на это стихотворение была написана музыка Ирины Блинниковой. Первый дождь, ты что так грустен, скромен, тих и не поешь, будто тайно в захолустье в закуточки слез льешь, будто выгнанный из дома или высланный в глуши, раньше было по-другому. Говоришь, не вороши. Из-за стекла долетает шепот жалоба дождя, но обиду он глотает, затихает, уходя. И вот эта ее тонкая натура, Прасковья Ивановна, она была во всем. И она всегда помогала, знаете, не только в каких-то поэтических там пожеланиях, но и в жизни. Она подсказывала что-то, и всегда было приятно с ней общаться. Также у нас были встречи с Прасковьей Ивановной в доме Чистолева Прометея Ионовича. Были концерты. Ну, мы знаем, что Прометей Ионович тоже написал «Деревеньку мою», оперетту. Я тоже там играла Галю, помню. Очень интересная роль досталась. Мне нужно было... Она была трактористкой, эта Галя. Мне надо было там крутить такие пируэты. Было смешно, конечно, но музыка такая завораживала. Михаил Львович скажет, что хороший спектакль был «Деревенька моя». Он пользовался любовью. И недавно вот из последних спектаклей она посетила «Моя жена Лгунья». А с этим спектаклем у нее связано было то, что она сама играла Лгунью, но в драматическом кружке,
И вот она уже как критик, конечно, подходила. Но когда я играла эту негритянку, ну черную, она, конечно, это самое, ну, говорит, Маечка, вы справились очень хорошо с ролью. Мне было, конечно, очень приятно. Вот. Но я хочу сказать, чтобы узнать творчество Прасковьи Ивановны, нужно прочитать много ее стихов. Вот эти все ее сборники, они отражают ее состояние души. Она писала и о муже, о своих неудачах, о войне. И всегда это было искренне, и поэтому я советую всем почитать ее стихи и познакомиться поближе с этим удивительным человеком. Все, спасибо. Народная артистка Республики Коми Альфия Каратаева. Я хочу сказать, что так получилось, что я очень мало сталкивалась с Прасковьей Ивановной. Вот. Я помню, конечно, грустно, вот сейчас была фотография и Петровны, и Прасковьи Ивановны вместе. Так грустно, что такие замечательные люди уходят. Я помню, что Ия Петровна организовала, то есть проходила юбилей Прасковьи Ивановны в университете, и театр тогда принял активное участие. Ия Петровна режиссировала тем вечером. Вот. Еще я хочу сказать, что, конечно, как Майя Васильевна говорила, Прасковья Ивановна очень часто была в театре. И подходила после спектакля, говорила хорошие вещи. Ну и часто, конечно, мы пересекались на улице. Идешь ты по Коммунистической, это как наш Бродвей. Вот, встречаешь очень много знакомых лиц, замечательных, талантливых людей. И это такой момент общения. Вот. Хорошо, у нас город такой маленький, тесный. Вот. И такие встречи, как я говорю, никакая встреча, она просто так вот не проходит. И некоторое время назад вот меня пригласили сюда на вечер памяти. Я, конечно, не могла не откликнуться. И сразу всплыли и тот вечер в университете, и те небольшие встречи в театре, где-то на улице, где-то на каком-то мероприятии. Вот. Конечно, как и все люди, которые сегодня высказались и еще будут выступать, конечно, только хочется сказать добрые, хорошие слова, потому что от встреч с Прасковьей Ивановной именно истекало вот такое тепло, доброжелательность, что-то светлое, светлое и теплое. Вот. И я помню, что тогда в университете я спела очень красивую песню на музыку Прометея Чисталева, слова Власова «Воша горта Монантуэс». И сегодня мне хотелось бы эту песню также исполнить, только акапелла. Ваши
шишменшет, гашке джике, чвашта спике, оске дори шишменшет, то лежали ты штамнилес, вишке де корте монан тай, семен ради теменилес, пыдет чеба сен шой, семен ради теменилес, пыдет чеба сен шой, чорич ты ракентуес, ах четани ритим бит, ваши горте монметоис, ваши вошков ясен лит, ваши горте монметоис, ваши вошков ясен лит. Спасибо. Супруга талантливого композитора не уступала мужу и в творческой, одаренной и активной жизненной позиции. Прасковья Ивановна состоялась как преподаватель и организатор образовательной деятельности. Является автором 13 сборников стихов. Вот вы их видите здесь, можете ознакомиться, посмотреть, почитать. «Моя великая война», «Мои дожди и снеги», «Лишь бы были помыслы чисты», поэма «Песня». Со своими воспоминаниями к нам пришел заслуженный артист Республики Коми, народный артист Республики Коми Моисеенко Алексей Васильевич. Михаил, конечно. Вы уже вспоминали что-нибудь? Нет. Еще не вспомните? Ну, вспомните, скажете потом что-нибудь. Дело в том, что вспомнить, в общем-то, мне, если говорить, то, собственно говоря, нечего такого. У меня не было обстоятельств, которые бы столь сблизили меня и эту замечательную женщину. Но случилось так, что я делегировал сюда своей семьей небольшой. В частности, Валентина Васильевна Жиделева, она вот была очень связана с этой семьей. Она училась в одном классе, она ровесница сына ее, Валентина Борисовна Леони. Они были в очень близких отношениях, дружили, он часто бывал у нас дома. И с Прасковьей Ивановной, чтобы так не выглядело все формально, скучно, я пришел сюда, говорю, почему так печально? Я говорю, ну, мне сказали, что мы же вспоминаем. Вспоминать можно и радостно вспоминать, не обязательно печально. Правда, Михаил Иванович? Что-то у вас такое лицо нерадостное. А ты к кому пришел? Не, вообще, вот сидите против меня, вы мне как бы так-то пересядьте. Встань в другое Нет, место. нет, я же сейчас важнее, когда вот вы станете, потому что я сейчас шутом работаю, поэтому я сам выбираю место, где мне стоять. Ну, давай. Ну, Те. значит, вот улыбаюсь уже лучше. Я хочу что сказать. Дело в том, что Прасковья Ивановна меня как-то взбодрила однажды, когда я пытался читать свои стихи, которые не очень нравятся Михаилу Львовичу. Наоборот, Вот. очень не нравится. Не очень, значит, Очень не нравится. очень не нравится Михаилу Львовичу. Я их назвал «Я не пророк», тем не менее. Вот. И вдруг в зале сидело много людей, был какой-то поэтический вечер, все зевали, я читал, когда же мой черед придет последнюю поставить точку, я умру, таков исход, никто не получал отца. Вы мои стихи читали? Читали. Вы-то почитайте. Отсрочку. Да смейте, что вы такие все серьезные? Я же не у вас ничего не прошу. Почему? Он только что попросил. Ну как это? Нет, я сказал, читали ли вы? Нет, ну почитай. Ну, попросил. Поручик Голицын. Да, к черту Голицына. Вот. И вдруг, после окончания этого всего дела, значит, все как-то так вот, опустив глаза, пошли, никто мне не подошел, сказал, браво, ну ты вообще Шекспир там. И эта женщина подходит ко мне, говорит, вы меня поразили. И вот так начала, ну, раз я ее поразил, я же не мог, я так редко поражаю вообще кого-либо в этом городе. Поражал в Нью-Йорке, черт возьми, в Атланте поражал вообще, поражал во Франкфурте вообще, а в Сыктывкаре никого, кроме вас, Михаила Львовича, я не поражал и не поражу, наверное.
Вот. А И супругу вот, свою? а? Супругу свою тоже поражал, наверное. Ну, супруга-то ладно. Вот. И я хочу сказать, я говорю, да, в частности, не о локальном, не о том, что на расстоянии вот, руки, а вот так вообще. Вот. И поэтому после этого вот как-то получилось так, что у меня еще один хороший есть приятель, назову его другом, это Костя Бадокин. Костя делает. Это, Костя вот. Вот, который как бы курировал эту женщину. Она была, безусловно, не в очень хорошей форме физической. Он помогал ей, и он всегда комментировал вот, ее отношения, ее понимание моего творчества. Я всегда видел ее на концертах, я приглашал, я сел в первом ряду всегда. То есть этот человек был как-то рядом со мной, но мы не были такими вот близкими, может, как я только что пришел и не слышал, как кто с ней общался, в каких отношениях был, как долго связывал эти отношения их и так далее. Поэтому я хочу сказать, что она мне была чрезвычайно симпатична, как ее замечательный муж. Я в августе месяце был в доме музея этого человека, и вот с той самой женой мы поговорили и подумали о том, почему, собственно говоря, там не придумать что-нибудь такое, поскольку я уже как бы на больше не гожусь, как может быть и заниматься вот, как бы антикварным делом таким, поставлять себе в качестве материала, в частности, вот что-нибудь попеть там такое простенькое, без верхних тяжелых нот, никого не убивая, не поражая красотой, и собирая какую-то хорошую, веселую публику, в том числе и Михаила Львовича Герцмана можно так пригласить. Вот, если он будет веселый. Кстати, он хорошо играет на рояле, Михаил Львович. Вот, вам хочется... Мне все время кажется, что вечер моей памяти. Ну, Хочется меня ударить, нет? Я хочу сказать, вы знаете, что я пока никакой гадости о вас не сказал. ну, я уже так понял, он хорошо играл на рояле. Вот он хорошо играл на рояле, я говорю, когда я пел. Я был в училище необразованный относительно многих вещей молодой человек, а Михаил Львович уже знал и гармонию, и ноты вообще. И преподавал вам музыкальную литературу. Да это не важно. Как Дело это? в том, что он иногда сидел у разбитой как бы временем фортепиано, чайки какой-нибудь или Красного Октября, и аккомпанировал, когда я пытался петь как Каруза. В общем, я хочу сказать, замечательные эти были люди. Замечательно был человек, стойкий, умный. Жалко, да? Я хочу сказать о Прасковье Ивановне. И поэтому Царство Небесное, вечная память, наша любовь. И я хочу сказать, у меня большое к ней уважение, по крайней мере, что этот человек вот, увидел во мне нечто, что Михаил Львович не разглядел и говорит, что нет, плохо, не так, не то. Вот и все.